Казанский Кремль в преддверии праздника в ярких красках. Утопает в цветах повсюду флаги России и Татарстана. Ко Дню Республики здесь традиционно вручают государственные награды тем, кто внес значительный вклад в развитие Татарстана. В пушечном зале Казанского Кремля с утра звучат фанфары в честь врачей, механизаторов, деятелей науки, учителей, руководителей промышленных предприятий. Все они из разных сфер, но каждый лучший в своем деле и трудится на благо Татарстана. Сегодня с нами в этом зале участники специальной военной операции, которые, выбрав путь служения Родине, отставить на поле боя ее суверенитет, с честью выполняют свой воинский долг, проявляя мужество и героизм. Рискуя собственной жизнью, вы защищаете отчизну и мирное будущее наших граждан. Вам аплодисменты. Громкие аплодисменты и высокие награды за отвагу и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, получили 5 участников спецоперации. Рустам Минниханов вручил им медали ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Марат Гафаров, Евгений Денеев, Кирилл Павлов, Айзат Зарипов. Александр Фединенко на передовой в угледарском направлении, сейчас в краткосрочном отпуске. Закончил военное училище в 1997 году, потом гражданской жизнью занимался. Но сейчас вот меня мобилизовали, призвали, я не мог уйти в тень и скрываться. Поэтому считаю своим долгом до конца дойти и вернуться с победой. Особую признательность Рустам Минниханов выразил медицинским работникам, которые спасают жизни солдат и офицеров, стоят на страже здоровья татарстанцев. Медалью Луки Крымского награждена заместитель главврача госпиталя ветеранов войн Кадрия Шакурова. Ректор Казанского медуниверситета Алексей Созинов стал заслуженным работником здравоохранения России. Я очень благодарен коллективу Казанского государственного медицинского университета. Вместе со всей системой здравоохранения республики мы решаем задачи, которые касаются каждого здоровья человека. Главный результат – это, конечно, увеличение количества врачей, ликвидация дефицита, к чему мы идем, чтобы медицина была в нашей республике качественной и доступной. Заслуженным деятелем науки Татарстана стала профессор кафедры русского языка КФУ Ирина Ерофеева. Почетное звание заслуженного учителя России получила преподаватель истории и обществознания 20-й гимназии Казани Зайтуна Салимова. Народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина награждена орденом Дуслых. Много лет служила в оперном театре. Долгое время возглавляет кафедру вокального искусства Казанской консерватории. Музыка – это огромное воспитание для будущего поколения. Я занимаюсь с детьми созвездия Йулдызлых уже 24 года и думаю, что результаты огромные, потому что эти дети уже выросли, окончили консерваторию, украшают лучшие сцены мира, России. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоен главный тренер клуба хоккея на траве «Динамо Акбарс» Араик Маргарян. Золотым титулом его команда не расстается с 2010 года. Это самый титулованный в стране клуб по этому виду спорта. Чемпионом становился 21 раз. Часто у меня спрашивают, как нам удается все время выигрывать и редко проигрывать. Тоже рецепт очень простой. Но ответственность и те условия, которые созданы для нашего вида олимпийского, не дают другого исхода, чем работать и приносить победу для такой очень хорошей республики. Медаль ордена за заслуги перед республикой получил Нафик Хусаинов. Его сельхозпредприятие Вахитово – лидер в республике по надою. Если 30 лет назад получали по 4,5 тонны молока, сегодня это уже 143 тонны ежедневно. Это заслуга всего коллектива, механизатора, животновода, специалиста. Благодаря им у нас вот и работа. Все очень хорошо идут. Сегодня полным ходом уборочные эстрада. Немножко дождей раньше помешали, но все равно сейчас в последнее время очень хорошая погода. И урожай очень хороший. Впервые в Кремле сегодня Алсура Химзянова из Зеленодольского района. Она уже 40 лет работает дояркой. За преданность профессии и высокие показатели она стала заслуженным животноводом республики. Я горжусь всей этим наградой. Я даже не знала, что мне наградят. Спасибо всем начальством, что мой труд оценили и дали такую медаль. Награды сегодня получили 53 татарстанца и коллектив Энергоуниверситета. История их успеха сегодня история республики и всей страны. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.